прямом эфире «Чеченские вести». Я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится вторник, 30 сентября? Эпоха перемен. На форуме «Грозный-2035» решают, какой будет столица в середине следующего десятилетия. Долгосрочные стратегии развития Грозного обсудили сегодня эксперты. Праздник для всех. Торжественное открытие сразу 3 социальных объектов состоялось в Шилковском районе. Наша сила в единстве. Военно-патриотическая игра «Наша сила в единстве» объединила в Грозном самых активных и целеустремленных школьников и студентов. В Грозном дан старт военно-патриотической игре старшеклассников. На грозненский подиум вышла будущее высокой моды. Выпускницы школы дизайна «Фирдаус» представили свои работы. Участницы продемонстрировали коллекции, где каждое изделие – эксклюзив, созданный под чутким руководством опытных педагогов. Какая она, высокая чеченская мода сегодня, расскажет Рабят Гайтиева. Это не просто показ мод, это торжество таланта и трудолюбия. В Грозном состоялся выпускной показ школы дизайна «Фирдаус», где все модели на подиуме – это дипломные работы молодых талантов, их шаг в большую моду. Модный дом «Фирдаус» – самобытный бренд с мировой известностью. Его коллекции, рожденные в шумном цеху, где каждая строчка – дело принципа, покоряет мир гармонией, современности и национального колорита. И во многом это видение его креативного руководителя Айшат Кадыровой. Именно она, возглавив направление, построила современное здание школы, создав пространство, где девочки могут творить, чувствуя себя свободно. И сегодняшний выпускной – лучшее доказательство правильности этого курса. Сегодня у школы дизайна «Фирдаус» 11-й выпускной показ. Мы выпускаем сегодня 85 учениц. У нас направление идет художник-модельер и закройщик. Они уже выходят готовыми специалистами от нас. Занятия у нас проходят конструированию, технологии, оборудование, материаловедение. Еще у нас есть уроки фэшн-иллюстрации, где девочек обучают рисовать с нуля. И программа вся у нас построена на обучении с нуля. Смелые, изящные, продуманные до мелочей коллекции выпускниц – это итог года упорной работы. Путь от эскиза до готового изделия, который прошла каждая ученица. Если даже эта девочка впервые в жизни взяла нитку, иголку в руки, наша программа позволяет научить их в течение года всему. То есть у нас пошив легкой женской одежды. Значит, они умеют и рисовать, и кроить, и шить. Все в комплексе это происходит. Становление дизайнера начинается с учебных классов и мастерских, оснащенных по последнему СОУ техники. Учебный процесс в «Фирдаусе» – это синтез ремесла и искусства. Девушки изучают не только крой и шитье, но и сложнейшие техники вышивки, фэшн-иллюстрации, учатся мыслить как дизайнер, а не исполнитель. Девочек мы обучаем и стилистике, чтобы как сочетать цвета, как сочетать фактуры, как сочетать, подбирать аксессуары к образу. То есть это все входит в нашу программу. Вот она заготовила вручную плессировку, сделала. Это все имеет люксовую обработку изнутри. То есть девочки показывают свой профессионализм, чему они обучились за год, и демонстрируют это на себе. У меня получилось 2 изделия, я изготавливала свой костюм 2 этапа. Все предварительно было сметано вручную, то есть каждая деталь мной, моими руками, ниткой, иголкой предварительно прошивалась, и потом уже пускалась строчка. Идеальная посадка – один из главных принципов школы. Но не менее важно создавать атмосферу, где педагоги не просто учат, а становятся наставниками в пути учениц. Мы не прощаемся, мы следим за их результатами, мы следим за их творчеством, мы следим за их успехами. Мы всегда на связи. И бывшие ученицы приходят сюда на следующие выпускные. У нас нет прощания.
Конечно, очень бывает грустно, что вот ежедневно на уроках мы не увидимся, но на самом деле в душе мы не прощаемся, поэтому это как-то облегчает вот это расставание. На каждом уроке нас учили с пропорциями рисовать, все детально рассматривать, передавать идеи из своей головы. И прежде чем как приступить кроить, мы сначала рассматривали рисунки, что да как будет. Первый выход – современная классика. Выпускницы демонстрируют безупречный крой, работу с фактурой ткани и понимание того, как должен сидеть по-настоящему качественный вечерний наряд. Здесь видна академическая база, которую им дали в школе. Второй выход посвящен самой главной одежде в жизни женщин – свадебное платье. Молодые дизайнеры представили свой взгляд на современный брачный наряд. Здесь и смелые краевые решения, и тонкая работа с кружевом. Каждое платье – это история любви, рассказанная на языке современного дизайна. Кульминацией показа стала коллекция, вдохновленная национальным костюмом. Выпускницы показали, как можно говорить с традицией на равных. Они не копируют, а превращают узнаваемые элементы габли в уникальный арт-объект. Это та самая философия Фирдаус, переданная новому поколению. Умение соединять наследие и современность – визитная карточка модного дома Фирдаус. И школа, созданная по инициативе Айшат Кадыровой, стала логичным продолжением этой миссии – расти дизайнеров, которые мыслят именно так. Их дипломные работы – это современный взгляд на многовековую культуру. Фирдаус учит создавать костюмы, где строгость силуэта, уважение к традициям сочетаются с актуальным дизайном. Такой подход позволяет национальному костюму жить не только на праздниках, но и в повседневности. Среди выпускниц десятки уникальных историй. Одна из них – история Хеды Гирзалиевой. Девушка приехала с соседнего Дагестана, чтобы стать профессионалом своего дела. В моем городе есть такая проблема, то что из-за очень большого количества массовых производств очень многие люди одинаково одеваются. Мне это никогда не нравилось. Наверное, с детства я хотела очень сильно начать шить, так как хотела выделяться, как видите, прямо сейчас. Ну и, честно сказать, я бы хотела пойти сразу на Фирдаус, поработать в цеху, так как очень всех хвалит это место и, как бы сказать, много чему можно научиться, потому что там люди со стажем. Финальные аплодисменты и вручение диплома об окончании обучения стали торжественным финалом вечера. Каждая из выпускниц получила заслуженный документ, открывающий дорогу в профессиональный мир моды. Для кого-то этот путь лежит в ателье, для кого-то в собственный бренд, а лучшие останутся в команде модного дома Фирдаус. Ребят Гайтива, Ислам Нацуров, Сайтелем Ампукаев. Вести, Чеченская Республика. Цифровая трансформация, господдержка бизнеса и рост стоимости объектов через ремонт. Эти и другие ключевые темы обсуждали свыше 500 экспертов в рамках мастер-плана развития города. Форум «Грозный-2035» стал площадкой для формирования будущего чеченской столицы. Ведущие риэлторы и инвесторы говорили о том, каким станет город в ближайшие десятилетия. О переменах в градостроительной политике в репортаже Лимды Джамалдиновой. Город, который всего за несколько лет изменил свой облик, став современным мегаполисом, смотрит в будущее. На форуме «Грозный-2035» решают, какой будет столица в середине следующего десятилетия. Ключевое отраслевое событие объединило более 500 экспертов для выработки конкретных решений в рамках мастер-плана развития города. Новые дороги, современные жилые кварталы, деловые центры и целые районы с развитой инфраструктурой. Все это для того, чтобы Грозный оставался комфортным для жителей и привлекательным для инвесторов. Перед собравшимся выступил генеральный директор Центра развития предпринимательства «Единство» Ислам Бисултанов. Он поприветствовал участников форума от лица учредителя компании Табари Кадыровой. Рад приветствовать вас от лица учредителя Центра развития предпринимательства «Единство» Кадыровой Табари Рамзановны.
Сегодняшний форум – это важная площадка для обсуждения перспектив и возможностей развития рынка недвижимости в нашей республике. Прежде всего хочу напомнить, что Центр единства – это ваш надежный партнер на пути к реализации самых смелых бизнес-идей. Мы верим, что вместе мы сможем внести значительный вклад в развитие экономики Чеченской Республики, сделать рынок недвижимости более привлекательным и комфортным для жителей. Крупные игроки строительного рынка показали, как они видят город будущего. Компания «Монолит» представила новые жилые комплексы бизнес-класса и проекты в сфере коммерческой недвижимости. Цифровая система «Хусам-Про» стала одним из главных открытий форума. Она, по словам экспертов, сокращает время сделок почти на 40%, делает процессы купли-продажи прозрачнее и эффективнее. Цифровая экосистема, да, которая позволит на рынке недвижимости работать таким участникам, как застройщики, агентства, риэлтора. То есть платформа, которая объединяет весь процесс, начиная от поиска и заканчивая до безопасных расчетов. То есть, придя на эту платформу, работая с этой платформой, вы можете найти то, что вас интересует, и дойти до завершающего этапа. Вопросы повышения стоимости объектов через грамотный ремонт и отделку осветили специалисты компании «Нова». Они продемонстрировали, как качественный ремонт не только повышает комфорт жилья, но и увеличивает его ликвидность на 20-30%, что особенно актуально для брокеров и агентов по недвижимости Чеченской Республики. Для всех, кто работает на рынке, такой формат мероприятия стал настоящей копилкой идей. Информация подана максимально практично и насыщенно. Каждый унес с собой конкретные знания и готовые решения. Посещение таких мероприятий повышает насмотренность как для нас, агентов по недвижимости, так как мы видим, в каком направлении развивается город, и у нас появляется больше информации и больше предложений для клиентов. После завершения основной программы формат перешел в неформальный. Участников пригласили в фойе, где организована бренд-зона компаний-организаторов. Здесь можно не только задать интересующие вопросы, но и обсудить перспективы сотрудничества, обменяться контактами и провести время в деловой, но при этом теплой и дружеской атмосфере. Мероприятие приурочено к наступающему Дню города. Лимда Джамалдинова, Сайдамин Мусаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Инновационные лаборатории, передовые кабинеты и большой спортивный зал. В молодом городе Шилковская торжественно открыли школу на 760 мест. Он полностью соответствует всем требованиям для организации образовательного процесса высокого уровня. Вместе с тем в Шилковском районе запущены еще два важных социальных объекта. О церемонии открытия репортаж Турпала Тайсумова. Новые образовательные и культурные учреждения открывают свои двери в разных муниципалитетах чуть ли не каждый день. В Шилковском районе отныне действуют сразу 3 полезных объекта. Первым стала школа на 760 мест. Она реконструирована по федеральной программе. Ее открытие посетил куратор 7-го сектора, начальник УГИБДД МВД по Чеченской Республике Идрис Черкиков и другие почетные гости. Глава администрации поздравил всех собравшихся с возможностью учиться в новейших условиях. دقدانا دا تروين أميل هيك جان ستريت الشن حكم دا أميل له جان دقر بركل ديري سخيل على هرسن خز قيامش هرسن خز بلخش ويمخ دارسي تربل هو رمزان حاجة تون بيركت تون بعندولش دو تاخذنا كنت كيقول عيل أيمان نسيونا تان مسان دقر ديري سخيل تان دا ديكنس بيوم بولزان زان ميل دي شوما. Министр образования и науки региона Хаушбауди Дааев отметил большую роль руководства субъекта по созданию лучших условий для учащихся. Теперь их задача, по его словам, это получать отличные отметки, тем самым оправдать ожидания родителей. خوش شيء زاد غير شرحه خميخ تزرم زان حاجتين عمرن سبيل قال يا خشال يا تصعي ورا طبعا خزيل تعاقد نهر وقر حلقه دي غير دو بوش بول بير بوش هي غير خوش بول دوغ تنبر دي غير دو يا خوش ديشر دو ديشر خوشك ديك ديشر استتدم بوش هر خزل خزلوش بالموقف انا ما خا ونيس خمبا ما خدو
عامة ديش بيش حدا كأنا ده مولا بركتي سيلا كأنا حاجة نيا خاني بركتي خيروي ده بركتي ولا. Затем официальные лица посетили открытие детского сада, также в городе Шелковская. Он рассчитан на 60 воспитанников. В нем созданы 39 рабочих мест. Министр строительства ЖКХ и энергетики Муслим Зайпулаев рассказал о большой радости, что в субъекте регулярно появляются все новые и новые места, чтобы растить достойное будущее. детский сад Шелковского района, куда числится тысячи раньше, сына ёхтяется, на кой махар программа обосновать туда баба бела халуйта, и он лишь мелла дух тысячи регионов хаш, ой марка, и муж выиграет царты, традиция, дышка, юшту элли, мэкдас юшту элли, она гасен цана, вот тут диск бош, вон туда, вот тут что сон дел там, даже вот арцам бета, вы уже шодло бошки, шлухает своя, царщи объекта или надо. Финальным открытием дня стала модельная библиотека в станице Старогладовская. Она соответствует всем современным требованиям. Министр культуры региона Иса Ибрагимов отметил, что муниципалитет регулярно открывает, а в ближайшем будущем еще порадует местных жителей другими объектами, благодаря заслуге региональной власти. Югшая структура культурной объект чувствует на каждом сухой дальше. Поемехбер Рамзан Хаш давал школе су эстана культуру по хуманбе тидуй очлади сюндом долдешладар док диердер кузабеш базар бош такой что школе охма пойдется. Перерезав красную ленточку, гости осмотрели условия. Дети ждали их с приготовленными подарками в виде красивых стихов. Библиотека, книжный дом, частым трепетным трудом, статекоценный кладет чел и мудрец глубины веков. По словам директора библиотечной системы, этот подарок превзошел все ожидания. Ведь здесь есть то, чего ранее никогда не бывало. Библиотека порадует своих читателей уютной обстановкой, атмосферой. Фонд библиотеки пополнился на 2000 экземпляров книг разной тематики, что порадует наших как и маленьких читателей, так и взрослых. Новое пространство библиотеки разбито на функциональные зоны. Здесь есть место и для наших маленьких читателей, где они могут и прочитать книгу, и пообщаться, поиграть, заняться творчеством. Есть также зона для общения. То есть наши и молодые читатели, и старшего поколения могут собраться, обсудить. Хотелось бы от лица и наших читателей, и всех жителей района выразить благодарность главе Чеченской Республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову за такие возможности, предоставленные. Книжный фонд пополнился на 2000 новых книг. Это самые разные виды полезной литературы, от детской художественной до серьезной научной. В детстве лично я любил изучать космос, но таких книг было мало в то время. А здесь они представлены в самом широком экземпляре, где подробно расписано, к примеру, из чего состоит наша Вселенная и где находится планета Земля, на которой мы, собственно, и живем. Такие условия очень радостные и привлекают внимание не только детей, но и старших читателей. Юные читатели были рады посетить это чудное место. Проводить тут время не только полезно, но и весьма уютно. Здесь очень красиво, уютно. Как-то интерьер очень интересный. Нашла себе книгу. Я хотела почитать книгу «Ночь перед Рождеством». Эти подарки для местных жителей стали настолько обыденными, что уже не удивляют, но каждый раз искренне радуют. В будущем новые учреждения для других населенных пунктов также станут ждать своего часа для открытия. Турпал Алит Айсумов, Магомед Басаев и Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. Высотный комплекс Грозный-Сити может оказаться на обновленной 500-рублевой купюре. Такое решение рассматривали на заседании консультативного совета по банкнотам в Москве. Для нового дизайна купюры, посвященной Северному Кавказу и Пятигорску, эксперты рассмотрели 21 объект, среди которых и комплекс Грозный-Сити.
Общественное голосование по выбору финального изображения стартует 1 октября на сайте Банка России и завершится 14 числа. Итоги подведут сразу, следить за ними можно будет онлайн. Также стало известно, что Центральный банк уже утвердил концепцию обновленной купюры номиналом 1000 рублей и готовит ее к презентации. Ну, купюра всегда представляет государство как внутри страны, так и во внешнем мире. И поэтому символы должны быть, знаете, повторюсь, символичные и узнаваемые, и красивые. Красиво должна выглядеть купюра. И здесь были предложения экспертного совета совершенно разные, но во многом наши мнения сошлись. Вы слышали заключительное слово Эльвиры Цахибзадзе, она подвела некий итог. Ну, а завтра открывается в 10 утра онлайн-голосование. Все граждане Российской Федерации могут из выбранных символов предложить свои, и по итогам голосования Центральный банк Российской Федерации примет решение, какие же символы будут на 500-й купюре. В Национальной библиотеке имени Абуйзара Айдамирова состоялась презентация первой книги юной поэтессы Хеды Мазаевой. Книга «Дефект бабочки» подготовлена в рамках работы студии Тугузова, которая функционирует при Союзе писателей Чеченской Республики. Как отмечают литературные критики, стихи Хеды написаны на высоком художественном уровне. Стоит отметить, что она сама как художник иллюстрировала книгу. 15 дисциплин, 16 городов и 3 дня напряженных состязаний. В Грозном стартовала военно-патриотическая игра «Наша сила в единстве» ко дню чеченской столицы. Проект собрал вместе старшеклассников из Союза городов воинской славы. Участников ждут серьезные испытания: бег по пересеченной местности, стрельбу из автомата Калашникова, строевая подготовка и навыки оказания первой медпомощи. О настроении и мотивации ребят в репортаже Ахмеда Рамазанова. Седьмая торжественная церемония открытия в очередной раз собрала лучших представителей молодежи. С приветственным словом к участникам обратился министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Мы сегодня собрались в год 80-летия Великой Отечественной войны, в год защитника Отечества. Текущий год объявлен годом защитника Отечества президентом страны. И очень символично, что мы в текущем году очередной раз проводим военно-патриотические игры среди старшеклассников из городов воинской славы. Таким названием, как «В единстве наша сила». Данное название имеет глубокий смысл, практический смысл. Этот формат мероприятия, он как никогда целиком отвечает вызовам и угрозам, которые стоят перед нашей страной сегодня. Я искренне надеюсь, что вы приобретете в процессе данного мероприятия большой объем полезной информации, полезных знаний. Вы приобретете навыки, базу военного дела. Я уверен, что это мероприятие послужит формированию у вас правильной гражданской позиции. Поскольку наша страна, она всегда проходила через сложнейшие обстоятельства на плечах защитников Отечества, таких как наш первый президент, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Друзья, нашей стране необходимы защитники Отечества. Вы выбрали правильный путь, вы приняли правильное решение, участвуя в этих мероприятиях. Я хочу поблагодарить вас. Я вижу из разных уголков нашей страны здесь молодые люди. Я надеюсь, что вы продолжите путь защитника Отечества. Цель игры – патриотическое воспитание молодежи, укрепление здоровья, а также получение молодыми людьми навыков начальной военной подготовки. Стоит отметить, они проводятся по инициативе и распоряжению главы региона. Вы все готовились, вы все готовы показать отличный результат. Да, победят сильнейшие, но вы все уже победители. Вы победили в первую очередь себя, свою боязнь, свой страх, свою лень. Вы готовились к соревнованиям, вы приехали сюда, и вы покажете отличный результат. Благодаря всесторонней поддержке главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, у вас есть возможность проходить состязания в лучшем учебном центре Российском университете спецназа
имени Владимира Владимировича Путина. После официальной части возложили цветы к мемориалу первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, благодаря которому у региона появилась возможность проводить в прекрасных условиях мероприятия федерального уровня. В состязании принимают участие команды старшеклассников в возрасте от 15 до 17 лет из 16 городов воинской славы России. Каждая команда состоит из 10 человек, прошедших предварительный отбор по результатам специальных межшкольных соревнований в своих субъектах. Именно тхойши считают, уже второй год подряд участвую. В прошлом году, алхамдулилlah, первый так хаях кандик чактор. Первый шаграт, царнук абу келнеш халк шарах тхонгина шабу. Мела дуало ирю алхисон царат тхон. Так то еще упражнение ша, царнук халнеш ю. Ахтумада царнук адик кечанш бин хадах кандуктор. В течение нескольких соревновательных дней участники поборются за первенство в 15 дисциплинах, включая строевую подготовку, военно-историческую викторину, стрельбу из автомата Калашникова, сборка-разборка оружия и оказание первой медицинской помощи. Коллективы, занявшие первые, вторые и третьи общекомандные места, будут награждены кубками, медалями и грамотами от Союза городов воинской славы и мэрии города Грозного. А команды, показавшие лучшие результаты в отдельных номинациях, будут отмечены дипломами и памятными подарками. У нас каждый год все больше и больше команд приезжает к нам, всем нравится. Кто один раз приехал, всегда приезжает уже повторно. Каждый год у нас всегда приезжают люди. Вот в этом году у нас 16 команд собралось, а участников 160. Детям всем нравится, все довольны и все хотят приезжать снова и снова. Несколько сотен молодых людей с разных регионов страны, которые решили проверить свой характер и волю. Военно-патриотическая игра «Наша сила в единстве» объединила в Грозном самых активных и целеустремленных школьников и студентов. Ахмед Рамазанов, Джабраил Хаджиев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Более 30 сотрудников силовых ведомств, органов безопасности и министерств приняли участие в ежегодном чемпионате по плаванию, организованном обществом «Динамо». Состязания проводились в целях повышения служебно-прикладных видов спорта в коллективах физкультуры министерств и правоохранительных органов. Победители и призеры получили кубки, медали и грамоты. Чемпионы представят Чеченскую Республику на всероссийских соревнованиях. Ежедневно в кампании по вывозу и утилизации мусора «Оникс» задействованы 1000 специалистов и 150 единиц спецтехники. Тем не менее, некоторые жители жалуются на нерегулярный вывоз отходов. В кампании объясняют возникшие сложности реконструкции дорог в Грозном. О том, как решаются эти проблемы, в репортаже Ахмеда Рамазанова. Чистота и порядок – это визитная карточка Чеченской Республики. Здесь вопросам экологии уделяют особое внимание. Но в связи с масштабными реконструкциями дорог и строительными работами в столице приходится менять маршруты, из-за чего некоторые жители региона выражают недовольство. Масштабными работами по реконструкции дорог в городе Грозном, поэтому те маршруты, которые у нас есть на территории города Грозного, по времени вывоза мусора, они удлинились на 4-5 часов в связи с объездами, с другими, с пробками на дорогах. Поэтому есть определенные срывы маршрутов. Но я так думаю, после праздника мы, и даже до праздника, сейчас уже в график входим, вошли в график, и, надеюсь, больше такого не будет. А так мусор выводится в полном объеме в соответствии с установленным графиком. Есть определенные срывы, это связано в том числе и с этими работами, которые проводятся, также отсутствием кадров, квалифицированных водителей, грузчиков. Поэтому есть какие-то определенные проблемы, которые региональный оператор в рабочем порядке решает. Определенную сложность деятельности регионального оператора создает низкая платежная дисциплина населения. Но несмотря на это, мусор вывозят из каждого двора субъекта. Чеченской Республики ни разу не платили за услугу по обращению с отходами на протяжении 6 лет. В отношении этих лиц ведет судебно-претензионную работу. На сегодняшний день более чем на 90 миллионов рублей подано в суды для взыскания. И, пользуясь случаем, хочу предупредить население, оповестить население республики, что несвоевременная оплата ведет к дополнительным издержкам данной категории лиц. Это оплата государственной пошлины, исполнительский сбор, пени и прочее. Поэтому было бы желательно
своевременно оплачивать коммунальную услугу. От этого зависит качество услуги. В оперативном штабе «Оникс» работает около 1000 сотрудников, которые разделены на несколько отделов. У каждого свой сектор и участок, начиная от заключения договора и заканчивая разгрузкой самосвала. Все это зона их ответственности. Внедрением новых задач и также помогаю пользователям освоить 1С программу. Я работаю с договорами, плюс добавляю договора, работаю с физлицами, а также с коммерцией и ИПшками. Каждый день около 150 единиц техники уходит на сбор отходов по всему региону. Для более оперативной работы компания заказала еще более 100 современных машин, которые должны приехать в скором времени. Вся спецтехника оснащена программой ГЛОНАСС. Она позволяет сотрудникам увидеть маршрут и скорость, с которой ездит оборудование в режиме онлайн. Комплексный подход, современная техника, новые технологии переработки позволяют Чеченской Республике уверенно двигаться к цели – созданию чистой, зеленой и комфортной среды для жизни. Ахмед Рамазанов, Шамсудей Жабраилов, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунт Алвайнаха в социальных платформах.